Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня я расскажу о жуках, обеспокоивших якутян, о том, как устроен быт оленеводов Далган и еще о многом-многом другом поговорим сегодня с вами. Давайте же приступим. Если в большей части Якутии снег уже сошел, то в арктических районах республики все еще покрыто снегом. Как я уже не раз рассказывала, в Якутии активно развивают и возобновляют оленеводство. Многим тяжело представить, как устроена кочевая жизнь в современных реалиях. Сейчас вы видите, как устроен быт оленеводов Далган, их перемещаемые дома и то, как они благоустроены. Материал видеодневника с рабочей поездки нам предоставила команда проекта «Кындыкан». Снимает и комментирует автор проекта Маргарита Попова и видеограф Дмитрий Горбов. Все снято в Анабарском районе. Давайте же посмотрим. Очень прикольный амбар, обшитый шкурами. Это не амбар, это домик, это вот балок. Такой же, вот его таскают на санях. Держит тепло. Приехали стадо номер 2, долганское. И вот именно у долганских оленеводов такие домики. Домики, которые на лыжах. Они таскают вот по всей тундры, по Арктике. Очень такие приспособленные. И даже вот есть туалет. Он тоже такой вот специальный, который вот так кочует. Этот домик считается уже современным. Он вот из, как это, профлист, да, фанеры. И все обустроено. Столик, буржуйка, кроватка. Вот такие домики уже по старой технологии. Такой семейный, полноценный домик нашего Анатолия Владимировича, который нас сюда привез с бади расхода. Вот здесь, смотрите, есть рукомойник, печка, маленькая кроватка, столик, кровать. Все для жизни есть. Телевизор, выключатели, розетки. Все очень компактно. Вот такие тоже переносные блоки хозяйственные. Лежит. И вот домики тоже все на санях. Такой вот домик один, его тащат 10 оленей. Бегут к дому. Одна собачка отвязалась и начинает их там гонять. А вон ее поймали. Вон та собачка, это вот виновница того, что олени начали суетиться и бегать. Это мой новый друг. Самый наглый из оленей, который сегодня есть. А все боятся подойти. Только он вот ко мне хочет. Гоняем оленей. Это олени, которые на гонках участвовали. Ближе к стаду их сейчас перегоняют. А тем временем в Момском районе зацвели первые подснежники. Для жителей Южной и Средней России яркая и любимая примета весны – это зацветение первоцветов. В мае еще лежат сугробы и открываются дороги. Быстрое таяние снега и подъем уровня воды в реках в Арктике наступает аж в июне. К слову о подснежниках, в социальных сетях распространилось видео от очевидцев, заснявших жуков, поедающих подснежников на Табагинском мысе. По словам свидетелей, жуков были тысячи и тысячи по всей поляне. Предлагаю посмотреть это видео. Которые кушают подснежников. Ой. Подснежники, то есть. Вот такой подснежник растет у нас. Красиво. А теперь смотрите, Что творится? вот такие жуки. Вот Толпой еще. друг на друга сидят. Еще вон. Тысячи. Вот. Кто это такие? Вот прямо кушают они. Еще друг на друге ездят они. Правда, что один другого тащит. Зачем? Смотри, какие толстые. Да.
Вот. И вот вся поляна, да, вот таким образом. Это как шелкопряд, да, помнишь? А тут так у нас, да, у нас появились вот эти нюргусуна и еды. Вон друг на друге, правда, ездят. Вот. И вся поляна этих нюргусунов. Якутские биологи съездили на Табыгинский мыс и убедились в своих подозрениях. Жуки, напугавшие якутян, оказались давно знакомыми жуками, известными как майка обыкновенная из семейства нарывников. Вот что говорит этномолог Саргалана Наговицина. Эти жуки всегда жили на территории, просто раньше мы их не замечали. Есть информация, что могут образоваться ожоги, но мы ни разу не встречались с такими случаями. Тем не менее, их лучше не трогать. По некоторым данным, жуки содержат в крови и половых органах токсичные вещества кантотридин, которые при попадании на кожу и слизистые оболочки способны вызвать ожоги. Рекомендуется избегать применения химических средств защиты сельскохозяйственных растений в местах обитания маек. Также запрещено собирать жуков. Благодаря грантам население активно реализует социально значимые проекты. Так, 36 семей хозяйств претендуют на получение гранта в рамках программы «Семейная ферма». Как отмечают эксперты, планируют разводить крупный рогатый скот, развивать табунное коневодство. Кроме того, 6 проектов направлены на выращивание овощных культур. В программе участвуют хозяйства из 15 районов, в их числе 7 семей из Хангалахского района, из Амгинского и Сунтарского районов, по 4 участника. Из них некоторые ранее получили денежную поддержку как начинающие фермеры. Сумма гранта сейчас 134 миллиона. И в особенности этого года то, что мы с 15 до 24 за короткий срок приняли документы. И по арктическим районам будем добавлять 1 балл. Значит, и участники должны иметь в обороте прошлого года 900 тысяч рублей, не менее 900 тысяч. И процент гранта хотим подтянуть до 90%. Вот такие существенные условия в этом году изменились. В следующем материале мы узнаем, кто и как обеспечивает Якутию свежими овощами круглый год. С 8 утра на ногах овощевод Наталья Николаева. В автоматном блоке тепличного комплекса снимают помидоры 3 раза в неделю. Работа сложная, ведь помимо сбора это посадка, а также уход за томатами 11 месяцев в году. Зато горожане имеют возможность есть местные овощи круглогодично. В понедельник собрали, и за ночь они уже поспевшие, на завтрашний день они уже поступают по магазинам. Мы вот эту теплицу посадили в июле 2021 года. Выносить мы ее будем в июне 2022 года. То есть, ну и, соответственно, рассаду высаживать уже тоже опять в июле. Сбор в среднем от тонны до 1,5 тонн за раз. За один раз. Огуречный блок номер 5 в прошлом году стал рекордсменом по количеству собранного урожая. За сезон он выдал 250 тонн огурцов. К слову, такие показатели имеют не все коллеги даже по центральной России, где климат намного лучше. На такие итоги влияют в том числе и современные технологии, которые внедряются в комплексе. Помимо натриевых ламп с прошлого года в блоках теплицы начали устанавливать светодиодные лампы. Это ноу-хау от Саюри, которая позволила увеличить урожайность до 30%. Всего в комплексе 16 блоков, где растут свежие помидоры, огурцы и другой борщевой набор. В конце прошлого года здесь дали 3-ю завершающую по плану очередь комплекса, что также повлияло на рост производственной мощности. С начала года и по 1 мая мы собрали порядка 850 тонн продукции. Также планируем в этом году собрать в районе 2600 тонн продукции. Ну, это в целом томат, огурец, зеленые культуры. Безусловно, в той или иной мере экономические санкции отразились на работе и этого предприятия. К примеру, на закупку голландских семян. Но руководство комплекса ищет новые подходы в работе. Мы сейчас ищем аналоги российской разработки. Они есть, мы об этом знаем. И в скором времени мы начнем их применять. Всячески поддерживает Саюри и правительство региона. Субсидии за понесенные затраты на строительство 3-го комплекса, на закупку специального оборудования – все это немаловажно в новых реалиях. Руководство комплекса смотрит на будущее с оптимизмом.
Я считаю, что ничего нам не помешает, никаких таких глобальных сложностей, на мой взгляд, нет. И я считаю, что мы все это преодолеем и всего добьемся. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. В Якутии стартовали массовые утренние зарядки. Многие жители республики вышли на улицы, площади, стадионы, в парки и скверы, чтобы размяться и получить заряд энергии перед новым трудовым днем. И в столице начала проходить массовые утренние зарядки, а проходят они под девизом «Начни утро с победы» над собой. Упражнения, как и прежде, выполняются под руководством опытных наставников. Присоединяйтесь к бодрости и вы, а затем приходите, устраивайтесь поудобнее и включайте программу News on Air. Ну что ж, а на этом я с вами прощаюсь. Встретимся в понедельник. Всем отличных выходных.